В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Фрагменты топливного бака ракеты-носителя нашли в Кобяйском районе. Жители одного из домов Ленска продолжают бороться за тепло в своих квартирах. Принятие национального проекта по развитию туризма ожидается в России в 2021 году. Фрагменты топливного бака ракеты-носителя «Союз-2-1Б» нашли в Кобяйском районе Якутии. Об этом сообщили в Госкомобеспечении региона. Сейчас на месте работают представители госкорпорации «Роскосмос», службы спасения Якутии, Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона. Кобяйская группа обнаружила фрагменты топливного бака, зафиксировала их координаты. Экологи забрали пробы. Группа возвращается в поселок Сангар. В Алданском районе с 5 мониторинговых точек взяли пробы. Напомним, «Союз-2-1Б» с космическими аппаратами OneWeb на борту запустили 18 декабря. Старты отделения разгонного блока прошли в штатном режиме. 4 моста построят на участке трассы Яна в Якутии. Это произойдет в рамках соглашения с крупной добывающей компанией «Полиметалл». Она вложит в проект порядка 2 миллиардов рублей и построит дорогу протяженностью 350 километров от села Тополиное Тампонского района и до села Барылас-Верхоянского. Это позволит обеспечить круглогодичную связь. Регион со своей стороны тоже вложит более 2 миллиардов рублей. На них проведут ремонтные работы и построят 4 моста на этом участке, говорится в сообщении. Теперь об эпидобстановке. 202 новых случая COVID-19, в том числе 28 носителей, выявили в Якутии за прошедшие сутки. По данным оперштаба региона, из них в Якутске 92 заболевших, Алданский и Нерюнгринский районы по 11. Мегино-Кангаласский 9, Мирнинский 8, Амгинский, Ленский, Татинский, Усть-Алданский и Хангаласский районы по 6 случаев. Во многих других районах от 1 до 5 заболевших. Региональными лабораториями за сутки провели свыше 3400 исследований на коронавирусную инфекцию. Пуховики и валенки на улице и в родных стенах. Жители одного из домов Ленска снова столкнулись с холодом в своем жилище. Рассказывают, что в прошлые годы зимовали с открытой форточкой, а в этом, заходя в квартиру, даже раздеваться не хочется. Во всем винят проведенный ремонт теплотрассы. Управляющая же компания все списывает на плохо утепленные стены. С обследованием не спешат. Жильцы ждут гостей с термоаппаратурой уже неделю. В ситуации разбиралась наш корреспондент Анна Кожевникова. Про жителей этого замерзающего дома мы уже рассказывали осенью. Тогда еще морозы не глянули, а жильцы 4-квартирника в центре города стали бить тревогу. На термометре 15 градусов. Они сразу обратились в свою ресурсоснабжающую организацию, где им сообщили, что при выходе на котельной температура даже выше нормы. Позвонили в диспетчерскую. Нам ответили: у вас, наверное, стены холодные. Что нету пока много аварий, некому. Ну, придут, посмотрят. Но когда это будет? Ну, вот уже неделю. Месяц назад же тоже было. И все, и тепло пошло. Что там сделали, они не знаю. Ну, такое ощущение, что вот разговаривали, что не продавливает, не хватает мощности вроде. Летом теплоэнергосервис произвел ремонт теплотрассы от котельной до домов номер 57 и 59. Жители дома номер 57 уверены, что-то сделали неправильно, ведь раньше такой проблемы не было. Семья Волковых проживает здесь уже 10 лет, и всегда зимой у них была открытая форточка. Семья Батмановых новоселы и попросту решили, что купили холодную квартиру, пока не пообщались с соседями. Сегодня они спасаются только обогревателями. За свет сейчас сколько накрутит тысяч. Ну, вот так. За тепло платите и за свет? Да, и за свет сейчас будем. 2 обогревателя круглосуточно стоят у нас. А без этого никак. Вчера вот тут у нас день не было, мы выключили, пришли 14 градусов. Сейчас вот вчера включили, вот сейчас 20 держит. Ну, за счет обогревателя, в общем, живем. Мы позвонили в ресурсоснабжающую компанию и сделали повторную заявку, так как вчера сотрудники на вызов так и не пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит телевидение, НВК Саха, меня зовут Анна. К нам обратились с проблемой, Чапаева 57, здесь проблемы с теплом уже второй раз. Один раз вроде бы урегулировали этот вопрос, с начальником с вашим созванивалась. А сейчас вот опять у людей возникла проблема. Инвалиды проживают, холодно дома, полы холодные, почему-то на вызов никто не приходит. Чапаева 57, когда они заявку давали? Вчера звонили. Дома, это же не может быть, мы же подаем от одной котельной. Ну вот именно. В округе там
Никто не жалуется, всех жарко, а у них один... Вот именно, да, только у них после ремонта летнего теплотрассы. Что-то, видимо, сделали на вводе или на выходе не так. Я помню, что что-то было. Да. Диспетчер пообещал отправить специалистов в течение дня, а вот руководитель теплоэнергосервиса, который в ноябре обещал нашей съемочной группе решить проблему, в этот раз не взял трубку. Бесполезно. Изменится ли ситуация кардинально и смогут ли семьи Волковых и Батмановых находиться в своих квартирах без верхней одежды, покажет время и наш телеканал. Мы будем продолжать следить за развитием событий в доме номер 57 по улице Чапаева. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Администрация Якутска выступила с очередной инициативой – объединением округов столицы. На публичных слушаниях обсудили внесение изменений в устав города. Ульяна Шагина узнала о тонкостях и целесообразности процедуры. Смогут ли прошедшие публичные слушания в полной мере выразить общественное мнение жителей 3 округов, покажет время. Из-за пандемии в зале собралось минимальное количество человек. И только нескольким депутатам и 2 общественникам удалось выступить. Губинский округ в основном против. Почему? По многим параметрам. Во-первых, мы очень густонаселенные. И объединять нас, такой большой микрорайон, у нас, значит, 202, 203, в перспективе 204, 5, 6, как говорится, будет. Мы уже половина города будем. У нас WhatsApp-группы, у нас телефонная связь. Мы друг друга знаем, даже если не видим. Поэтому мнение опрос собирали старосты. Потом мы их аккумулировали, соединяли, объединяли. В процентном соотношении, как показал опрос? Ну, почти те, кто попал в опрос, они все против объединения. Начать реформу устройства муниципальных округов планируется с объединения 3 крупных управ – Центрального, Октябрьского и Губинского округов в один центральный округ. По численности населения каждый из них как отдельно взятый улос. Поэтому на что повлияет такое объединение, остается пока только гадать. Мнения, конечно, разные. Я думаю, что когда какое-то решение касается большого количества горожан, необходимо принятие взвешенного решения. И нам, депутатам, поскольку за нами будет окончательное решение о внесении изменений в устав города, конечно же, очень важно понять, насколько это хорошее решение, правильное. Основной аргумент администрации города в пользу реформы – схожесть проблемных вопросов и экономия в сокращении работников. Между тем, как говорят специалисты, она коснется только муниципальных служащих, но никак не общественных организаций. В этом уверены и те, кто за объединение. После всех собраний, после всех разъяснений на сегодняшний день мы за объединение. Почему? Нам очень хорошо разъяснили, что наши общественные организации сохранятся в том же виде, в том же составе, в котором мы существуем на сегодняшний день. Депутаты указали на недоработки как в проекте решения, так и в пояснительной записке. На публичных слушаниях не предусмотрена процедура голосования, так что окончательное мнение теперь должны принять столичные депутаты. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Стало известно, где пройдут вторые зимние игры «Дети Азии». Президент Международного комитета игр Владимир Максимов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о проведении соревнований в 2023 году. Согласно документу, соревнования примут 4 города. Это Кемерово, Новокузнецк, Таштагол и Междуреченск. На сегодняшний день в программу игр входят 7 обязательных видов спорта. Это биатлон, лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт и фигурное катание. Представители Кемеровской области предлагают дополнительно включить в программу прыжки на лыжах с трамплина, керлинг и фристайл. Принятие национального проекта по развитию туризма ожидается в России в следующем 2021 году. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Цель документа – расширить возможности интересного и доступного отдыха по стране для россиян. В 2020-м вместе с отраслевыми компаниями и региональными ведомствами проделана большая работа. От беспрецедентной программы туристического кэшбэка до запуска новых чартерных направлений, повысивших доступность путешествий и значительно расширивших географию поездок по стране, говорится в сообщении. Российские города готовятся к встрече Нового года, а столица страны уже во всеоружии. С атмосферой новогодней Москвы поделится наш СОБКОР Айсена Бурнашова.
Несмотря на противовирусные ограничения и отмену массовых мероприятий, Москва все же готова встретить Новый год. Столица уже облачилась в праздничное одеяние и погрузилась в новогоднюю атмосферу. Всего в городе установили около 4000 различных инсталляций, более 1000 новогодних елей, иллюминации и гирлянды, ажурные арки и звездные небеса. В этом году нарядным улицам люди радуются больше, чем в прошлые годы. Местом притяжения стали и городские катки. Особого внимания, конечно, заслуживает ледовое пространство ВДНХ. Традиционно каток ВДНХ располагается в самом центре парка. Ледовые дорожки окружают фонтан «Каменный цветок» и фонтан «Дружба». Всего же общая площадь катка составляет более 20 тысяч квадратных метров. Этот каток считается самым большим в нашей стране. Самый большой, самый потрясающий. И сейчас днем очень хорошо, но вечером еще красивее. Еще красивее, все сверкает, все горит. И подсветка, иллюминация подо льдом. Поэтому очень все замечательно. И все с позитивом и радостно катаются. Центр города также украшен разноцветными огнями. Площадь Революции и Манежная, Никольская улица и Ильинка. В невероятном праздничном декоре утопает и Красная площадь. Ну и, конечно, насладиться атмосферой Нового года в полной мере можно прямо здесь, в центре города, на ГУМ-катке. Каток, новогодняя ярмарка, мастер-классы. Программа «Минимум» для гостей столицы. Зарядиться волшебным настроением и скинуть с себя груз пандемии. В Москву приехали и туристы из Якутии. Мы приехали на этой неделе, в понедельник. Москва нам очень понравилась. Сразу поднялось новогоднее настроение. Понравилось, очень круто. Жду Новый год. Именно за этой сказочной атмосферой и приезжают в Москву. Конечно, мир сейчас живет по новым правилам. Уходящий год запомнится нам локдауном и масочно-перчаточным режимом. Но все же каждый убежден. Вера в новогодние чудеса и надежда на лучшее позволят уверенно вступить в новый 2021 год. Есть такое. Закрытые музеи, в театрах тоже 25%. Но что делать? Мы, конечно, скучаем по этому, но, тем не менее, мы верим, что все равно будет хорошо. Атмосфера новогодняя, уже настроение поднимается, и хочется уже ждать Новый год, и всех с наступающим. Всего хорошего в Новом году. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. На этой праздничной ноте завершаем выпуск. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.